спортивном комплексе «Триумф» жители города выразили поддержку работе главы республики Айсена Николаева и поприветствовали принципиальную позицию президента России Владимира Путина по утверждению долгожданного проекта строительства моста через реку Лена. И в честь этого события станцевали массовый осохой. В нем приняли участие около 800 человек. Глава Якутска Сардана Аксентьева отметила, что древний ритуальный танец осохой – это своеобразная молитва якутян для исполнения мечты о строительстве моста. Сейчас самое главное наше желание, чтобы этот проект был реализован, чтобы он был доведен до логического конца, и чтобы в ближайшие годы мы смогли с вами не чувствовать себя оторванными от большого мира, чтобы в любое время года мы могли беспрепятственно уезжать, путешествовать, ездить к своим родственникам. И самое главное, конечно, как глава города Якутска, я уверена, что появление этого моста, его ввод в эксплуатацию позволит нам достигнуть того, что город Якутск будет чувствовать себя более стабильным, особенно в очень длинные зимние месяцы, когда у нас есть вопросы и по резервному топливу, и вообще по надежному жизнеобеспечению нашего города. Поэтому для нас это исключительно важно. Ожидается, что открытие объекта, запланированное на 2025 год, приведет к росту грузоперевозок в регионе в 3 раза. Бесспорно, это большое дело, и на самом деле все, что надо строить, надо развиваться. И этот мост на самом деле давно ждут. Конечно, это нужно для развития и не только города, всего региона. Мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, 3 федеральные автомобильные дороги и 5 региональных автодорог. По предварительным расчетам, стоимость работ составит 83 миллиарда рублей. В связи с изменениями погодных условий коммунальными службами Якутска в усиленном режиме ведутся плановые работы по уборке снега с улиц. Производственные подразделения Якутдорстрой работают 2 смены без выходных. Такой график позволяет оперативно принимать меры в любой критической ситуации. По основным улицам города, это по проспекту Ленина, по Вилюйскому тракту, по Богдана Чижика проводятся работы по уборке прибордюрной части от снега. Также по основным улицам, это по проспекту Ленина, по Ярославского, по Дзержинского, по Вилюйскому тракту, по Кровскому и остальным улицам у нас ведется работа по грейдированию, по подсыпке песком. Также проводятся мероприятия, противогололедные мероприятия. Это подсыпаются песком у нас автобусные карманы, пешеходные переходы. Помимо этого, работа ведется в управах дворниками по отсыпке песком, по уборке от снега. Для информирования населения города на сайте окружной администрации ежедневно размещается график работ по уборке улично-дорожной сети, тротуаров, площадей, автобусных остановок и других элементов благоустройства. В графике указывается список улиц и время производства работ. По итогам производимых службой работ горожане могут направлять свои замечания или предложения в адрес окружной администрации. В окружной администрации Якутска состоялось рабочее совещание главы города с представителями Общероссийского народного фронта и журналистами по вопросу заключения экспертизы московской специализированной организации СКБ «Инжиниринг». Эксперты проверяли соответствие толщины слоев асфальтового покрытия и качество смеси асфальта заявленным в проекте параметрам и нормативным показателям. Под анализ попали отремонтированные дороги города по улицам Чайковского, Жарницкого, Ларионова. Эксперимент организовала редакция news.ikt.ru. Результаты лабораторных исследований СКБ «Инжиниринг» показали, что не везде технология укладки и качество смеси соответствуют нормативам. Обнаруженные недостатки не критичны на улице Жарницкого. Установлено превышение 2 слоев асфальтового покрытия на улице Чайковского. По улице Ларионова зафиксированы слои ниже нормативов, заявленных в проекте, а также нарушена технология укладки асфальта. По итогам сегодняшнего совещания было принято решение о том, чтобы провести техсовет. То есть в ближайшее время проводим техсовет. Сверяем те данные, которые поступили от московской экспертизы, и те данные, которые мы в этом году впервые в городе Якутске провели независимую дорожную лабораторию. Сверяем эти данные, где нестыковки, выезжаем на объект, и где надо, уже берем дополнительные отборы, дополнительные работы проводим. Ну и по итогам техсовета будет принято решение, как выйти из ситуации и как будем устранять те или иные замечания, которые были выявлены в ходе данной работы. Сардана Аксентьева отметила, что в этом году были впервые проведены общественные слушания перед началом ремонта дорог. Состоялись встречи с населением, согласовывались сроки выполнения и учитывалось мнение горожан по обустройству автобусных остановок. Весной мы с вами идем и с общественным контролем города, и, соответственно, с заказчиками
И, значит, просьба Росдом ей тоже к нам присоединиться. Значит, если автодорожный факультет, институт считает нужным тоже, значит, присоединяйтесь, пойдем проверять уже в нормальном состоянии. Потому что сейчас, ну что греха таить, не было возможности толком все проверить. Меня очень интересует система водоотведения. Да, согласен. Очень меня интересует. Пока я сама не увижу, значит, собственными глазами не удостоверюсь, что вода утекает куда надо, я, конечно, тоже, как все горожане, выражаю некий скепсис. Но посмотрим. Обещают, что все должно быть нормально. Надо убедиться, и как раз посмотрим мы тогда оформление дорог, как поставили бордюры, плотность примыкания, съезды. Вот все, что необходимо, вместе посмотрим. Потому что это как раз будет входить в перечень тех гарантийных работ, которые мы будем выставлять. Ну, подрядчики знают о том, что весной мы выкатим им дополнительный список. Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Якутске построено более 25 километров дорог. Из них 19 километров с асфальтовым покрытием. Светлана Табалаева, Константин Горякин, Якутск ТВ. В рамках проведения форума «Женщины долины Туймада. Консолидация во имя детей» во Дворце детского творчества состоялся круглый стол на тему «Мы, ребенок, транспорт и дорога». Старший инспектор по пропаганде безопасного дорожного движения отдела ГИБДД города Якутска Владимир Ощепков сообщил, что уровень детского дорожно-транспортного травматизма в Якутске продолжает оставаться актуальной темой, хотя наличие случаев нарушений ПДД с участием детей уменьшается. Для профилактики детского травматизма на дорогах большое значение имеет практическое занятие ребят в автогородках. У нас птицефабрика, Сосновый тоже как-то далеко, ну и самое хорошее у нас местоположение имеет дворец детского творчества, да, где есть автоплощадка, в принципе, которая, опять же, отвечает всем тем требованиям. Да. Ну, конечно, хотелось бы у нас, так как в связи с климатическими условиями, да, то есть у нас возможности проводить вот такие мероприятия, как «Безопасное кольцо», ежегодно, круглогодично, да, у нас такой возможности нету. Мы можем проводить только маленькие мероприятия в школах, в спортивном зале. Да. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы был открытый автогородок, конечно. Тогда было бы вообще замечательно. По словам главного специалиста отдела физической культуры и военно-патриотического воспитания Управления образования Якутска Аркадия Федорова, за последние 5 лет виновниками ДТП на 80% являются сами водители и только 20% дети. Дети в данных случаях, скажем, когда нарушают, переходят в неустановленных местах, все-таки водители должны, опять-таки, всегда быть готовыми где больше скопление людей, быть особо внимательными, где остановочные площадки автобусов. И проезжая данные участки, они должны снизить скорость и быть всегда готовым уступить дорогу. По итогам семинара решено организовать отряды юных инспекторов движения во всех общеобразовательных организациях города. В окружной администрации состоялись торжественные проводы призывников. Мероприятие ежегодно проводится совместно с военным комиссариатом города Якутска. Сардана Аксентьева пожелала защитникам Родины с честью пройти военную подготовку. Конечно, для каждой семьи это большое событие, ну и, конечно, для нашего города тоже. Вы посмотрели на этих ребят, какие они все красивые, какие они все, у них глаза горящие. Видно, что ребята и подготовку прошли, потому что сейчас по отдельным видам соревнований уже получили призы они определенные. Поэтому, конечно, это гордость нашего города, потому что ребята, которые понимают, что такое долг, что такое служение отчизне, это, конечно, вот я повторюсь, это гордость нашего города. И, конечно, мы пожелали им сегодня достойной службы, тем более я сказала о том, что призыв это для нас особенный. Они уходят накануне в армию служить, накануне празднования Великой Победы, и в следующем году как раз вернутся домой в год 75-летия Великой Победы. В каждой семье есть свой дед-герой, бабушки есть, и ветераны тыла, и война в каждом сердце, в каждой семье, она, конечно, оставила свой отпечаток, и поэтому мы напутствовали ребят, чтобы они не посрамили честь и светлые имена своих дедов и всех, кто воевал и защищал Родину, и сохраняли лучшие военные традиции. Председатель Ассоциации ветеранов боевых действий Николай Гребенников выразил пожелание достойно защищать Отечество и всегда помнить о своей малой родине. Я летел в субботу из Хабаровска и где-то 15 людей летели сюда в Якутию. Они довольные, счастливые, такие стройные.
населения Якутска. Знаете, что вас здесь ждут специалистами. Если будете, поймите желание продолжать службу, то желаю, чтобы дослужили до таких погон, как у меня. В этот день призывники получили благословение от иеромонаха Якутской епархии Фадея и памятные сувениры от окружной администрации Якутска. А юноармейский батальон ДСААФ выступил перед призывниками с рассказом об истории возникновения Якутской национальной военной школы и ее героических выпускниках. Акция называется «Солдаты Туймады». Военно-историческая акция, посвященная защитникам города Якутска, кто был призван с городом. И именно с 26 по 41 год, как уже тут действовала данная школа, подготовлено более 1000 человек. Вот это знамя, которое несли, оно 60 лет лежало в запасниках. Мы потратили 10 лет, чтобы его найти. Задача ДСААФ в настоящее время – подготовка защитников Отечества. Призывники из Якутии будут служить в частях различных родов войск – флот, ВДВ, инженерные войска. В основном новобранцы едут служить в Восточный военный округ, во Владивосток, на Камчатку, Сахалин, в Улан-Удэ и другие города. Светлана Табалаева, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. Хотите перевести свою жилую площадь в рабочий офис или наоборот? Но нехватка времени и большие очереди заставляют вас откладывать это дело на потом. Не ждите завтра. К вашим услугам портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru, где вы можете воспользоваться услугой онлайн с помощью любого компьютера и в удобное для вас время. Для этого нужно зарегистрироваться и войти в свой личный кабинет на портале, ввести нужную вам услугу, затем заполнить заявление, добавить все обязательные документы, ввести и проверить свои контактные данные и отправить форму на согласование. Легко и удобно. Портал e-yakutia.ru. Решились на перепланировку квартиры? Хотите снести стену или сместить радиатор? Как в таком случае быстро подать заявление на согласование переустройства и перепланировки жилого помещения, не тратя при этом времени на очереди? Портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru, где вы можете воспользоваться услугой онлайн с помощью любого компьютера и в удобное для вас время. Для этого нужно зарегистрироваться и войти в свой личный кабинет на портале, ввести нужную вам услугу, затем заполнить заявление, добавить все обязательные документы, ввести и проверить свои контактные данные и отправить форму на согласование. Легко и удобно. Портал e-yakutia.ru. Вам срочно нужно подать заявление в качестве нуждающихся в жилом помещении, но у вас нет возможности посетить организацию, а решить вопрос нужно в кратчайшие сроки. Портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru. Заполните и подайте заявление онлайн. Быстро и просто, с помощью любого компьютера и в удобное для вас время. Для этого нужно зарегистрироваться и войти в свой личный кабинет на портале, ввести нужную вам услугу, затем заполнить заявление, добавить все обязательные документы, ввести и проверить свои контактные данные и отправить форму на согласование. Легко и удобно. Портал e-yakutia.ru.